Восточная Абхазия пострадала из-за разбушевавшейся стихии. Сильные дожди привели к наводнениям. Как ликвидируют последствия непогоды в Тхуачальском районе, какой ущерб стихия нанесла району и жителям, а также о том, как эта ситуация скажется на работе туристических объектов и как решить проблему с бродячими собаками в Тхуачале. Об этом будем говорить с заместителем главы Тхуачальского района Владиславом Маршба. В результате ливневых дождей, имевших место 10 октября 2022 года, к сожалению, это бедствие нас тоже не обошло стороной. Имеются повреждения. Это стихийное бедствие принесло нам немало хлопот, немало забот, которые надо сейчас устранять. В основном характер повреждений практически одинаковый по всей территории нашего района. В основном это размытые мосты, опоры мостов. Это вот один из таких самых основных повреждений, которые нанесли эти ливневые дожди. Смытые дороги, автодороги проселочные. Один из таких вот серьезных факторов – это изменение русла рек. Надо реки возвращать в прежнее русло. Вот там большой объем работы предстоит. Если сказать по количеству, я могу сказать, что повреждено около 8 мостов в районе и порядка 25 километров проселочных автодорог. Необходимо менять русло рек порядка около 10 километров. Самый пострадавший район у нас, если брать наш район в целом, в селе Царча, самая серьезная ситуация. Там практически один из, если можно так сказать, районов, бригад, как говорят в деревнях, одна бригада осталась практически отрезанная от внешнего мира. Туда нету дороги, дорога полностью смыта. Это около 40 семей оказались отрезанными от внешнего мира. Вот надо там срочно восстанавливать им дорогу, чтобы они могли общаться. Там есть и дети школьного возраста, которые должны в школу ходить. Вот это наша сейчас первоочередная задача – восстановить дорогу в селе Царча, чтобы дети могли посещать школу и жители могли выходить в деревню, в село, связываться с районом. Владислав Зурабович, а вот в эти дни хлеб как им доставляют? Может быть, кому-то медицинская помощь нужна? Нет таких проблем? Да, Нет, таких проблем нет. Провели совещание с главами сел, где они доложили о ситуации в их селах. Там доставка обеспечена. Но сейчас машины легковые не проезжают, но дороги, тропинки остались. Там можно доставить им помощь. Пока таких сигналов у нас не было. Факт тот, что необходимо дорогу восстанавливать, конечно, чтобы люди могли передвигаться. А как быстро надеетесь сделать? Вот мы готовим письмо. К сожалению, к большому сожалению, наш район, наш город, мы не располагаем такой техникой. Там нужна спецтехника. И нужны специалисты соответствующие, которые могут оценить ситуацию, обстановку и принять дальнейшие решения. Поэтому мы готовим сейчас письмо. Оно практически у нас уже готово. Сегодня собираемся передать на имя премьер-министра, чтобы они нам оказали помощь со своей стороны. У нас нету спецтехники необходимой для таких. Там нужна серьезная, тяжелая спецтехника. То есть силами администрации располагают. Нет, силами администрации это просто невозможно сделать. Поэтому мы ждем помощи от правительства. Там есть соответствующие организации, которые могут этим заниматься. Мостострой, Берегозащита, Автодор. Вот эти организации серьезные, которые, скорее всего, вот им будет поручено этим заниматься. Владислав Зурабович, а вы примерно подсчитывали ущерб, который нанесла стихия? Сколько денег нужно на восстановление? В суммарном выражении сейчас мы точную цифру назвать не можем, но в пределах, наверное, 10 миллионов необходимо, чтобы устранить все это. Это по нашим подсчетам, а там может быть, я не знаю, может и больше быть, и меньше. Но я должен вам сказать, вот из 8 мостов, которые повреждены, там 4 моста строились из средств неправительственной организации. Есть такая организация Hello Trust. Они эти мосты делали. Ихние представители уже были на местах. Они ознакомились с этой ситуацией и обещали вот эти 4 моста, которые были построены за их счет, восстановить своими силами. Поэтому нам чуть-чуть это облегчает немножко ситуацию. Если они 4 моста возьмут на себя, то там уже, естественно, эта сумма будет меньше.
Ну вот когда такие ситуации происходят, возникает вопрос, а можно ли было как-то заранее подготовиться к такой ситуации? Или как дальше сделать так, чтобы минимизировать вот этот риск разрушений от стихийных бедствий? Вот что касается рек, можно ли как-то, не знаю, русло подготовить, эти мосты как-то укрепить? Да, вы совершенно правильно говорите. Да, мы стараемся проводить такие мероприятия, но из-за отсутствия финансовых средств не всегда получается сделать вовремя. Я вам вот должен сказать, что, например, вот в селе Окум мы буквально вот как будто предвидели, что такое произойдет. Мы буквально месяца 2-3 назад силами берегозащиты привели русло реки в порядок. Если бы мы этого не сделали бы, сегодня там половина села оказалась бы в ужасающем состоянии. Вот это нас спасло, вот что касается, например, села Окум. Хотя то, что было сделано, сейчас снова надо приводить в порядок, но это спасло. Конечно, очень сильно спасло, а то могли бы быть последствия более серьезные и более масштабные. Вот что касается, например, села Окум. И в других селах мы тоже стараемся. Вот, например, в Агубеде мы тоже проводили такие мероприятия. Тоже спасло. Могли бы быть другие вообще последствия. И в Первой Беде мы проводили такие мероприятия. Мы по силе возможности это делаем, но не всегда, конечно, получается так, как хочется. То есть это расходы дополнительные, понятно, когда там какие-то мероприятия проводятся, но, слава богу, сейчас без жертв обошлось человеческих. Но возможно же, да, что во время наводнения, разрушений могут быть и человеческие жертвы. И лучше сейчас потратиться на это, чем потом устранять последствия. Вот 10 миллионов вы называете сумму. Конечно, я с вами полностью согласен. Мы стараемся это делать, проводим такие мероприятия, но не всегда получается так, как хочется. Но, тем не менее, все равно проводим. И это вот сейчас, например, сказалось вот на данном факте. У нас могли бы быть последствия еще более серьезные. Мы в ряде сел углубляли русло рек. Вот я вам еще раз повторяюсь, вот в Первой Беде, например, у нас есть село, мы там и мост отремонтировали, русло реки поменяли, и в Агубеде такие же мероприятия провели, а то могло бы быть на более серьезные могли бы быть последствия. И я вам что могу еще сказать, в результате вот этого стихийного бедствия, последнего, о чем мы сейчас говорим, практически частные домовладения практически не пострадали. Там были небольшие подтопления кое-где в нескольких местах, такие незначительные. В основном пострадали места общественного пользования. Это мосты, дороги, русла рек, такие территории. А частные домовладения, слава богу, к счастью, не пострадали. А вот сельскому хозяйству какой ущерб нанесен? Люди же некоторые не успели там собрать кукурузу, кто-то урожай собрать. Сейчас таких серьезных повреждений нигде нет. С такими фактами к нам никто не обращался. В основном, я же говорю, дороги пострадали, мосты пострадали. А так, подтоплений полей, частных домовладений такого не было. К вам туристы продолжают и ездить, и летом приезжали. И сейчас мы видим, что туристов тоже немало в стране. Они в октябре Тхуарчальский район посещали. Сейчас вот из-за этих разрушений есть возможность посетить туристические объекты? Да, есть, конечно, есть. То есть вот эти мосты, дороги, которые ведут в Акармару... Нет, они в сторону Акармары. Что касается города, здесь практически у нас такого серьезного ущерба не было. Это все, о чем я говорю, это все наши районы, это села. А по городу у нас такого не было серьезного. Там были небольшие подтопления, но это из-за того, что ливневки не успевали принимать воду. Но это тоже в свое время, сразу своевременно, это силами ЖКО было все устранено. Так у нас по городу, в принципе, таких значительных нету повреждений. Здесь мы с силами ЖКО справляемся. У нас серьезные положения, это в районе, в селах. Вот в селах, там необходима помощь, конечно, оказать. А вот если курортный сезон оценивать, летний сезон, уже можно, подводить итоги. Как вы его оцениваете? Каким он был? Вот в середине лета мы общались с главой района. Он тогда все жаловался, говорил, что не так много туристов было в середине лета. По итогам все-таки, что вы можете сказать? Да, в середине лета, может, и не так много было, но потом поток пошел. Нам до сих пор ездят туристы. Конечно, сейчас поток туристов спал в связи с известными ситуациями, обстоятельствами. И, во-первых, летний сезон тоже прошел. Поток снизился, а так неплохо было, с туристами.
И есть такая тенденция, с каждым годом поток туристов к нам возрастает. Ну вот какие меры вами предпринимаются, чтобы их привлечь? Вот приехал один раз, он посмотрел, но чтобы он еще раз захотел, турист, вернуться, какие-то развлечения дополнительные, какие-то новые объекты, это позволит и району заработать, объекты общественного питания, налоги. Эти объекты, все объекты, они силами частных предпринимателей строятся. Мы, конечно, тоже оказываем со своей стороны содействие в этом. Да, открываются новые объекты общепита, есть развлекательные тоже, вот, что касается там канатных дорог, так называемых тарзанок, там, смотровых площадок, да, открываются, конечно, открываются. Сейчас я вам должен сказать, что в 2023 году по линии инвестпрограммы мы планируем заасфальтировать дорогу от города до центра Акармары. Это тоже значительно увеличит поток туристов, потому что там дорога не совсем и не любая машина проедет. Если это будет сделано, это тоже очень сильно положительно повлияет на приток туристов. Но вы вот за последнее время замечаете, что интерес к вашему району возрастает? Да, конечно, замечаем. Конечно, замечаем. Это даже невооруженным глазом видно. Мы видим же в городе, люди приезжают, смотрят, обходят город, интересуются, спрашивают. Конечно, замечаем. Но с одной стороны, да, привлекает и красота, водопады, природа, но с другой стороны, вот в некотором смысле отставание от Кварчала стало вот его благом тоже, да, некоторых, наоборот, привлекает вот это вот отсутствие большого количества населения, некоторые красивые архитектурные здания, но в то же время заброшенные. Вот это стало такой вот особенностью Кварчала. Как вы думаете, как можно это вот использовать? Да, вы правильно отметили. Большинство туристов, не могу объяснить почему, но их именно манит вот это вот то, что вот у нас разрушенные здания, что там вот особенно район Акармары, где архитектура красивая, но здания заброшенные. Вот почему-то их вот это больше манит. Я не могу объяснить почему. Видимо, я не знаю, такая... есть, не знаю, тенденция к этому или что, может, я не знаю, почему это их так интересует, но на самом деле вот их вот это интересует больше, чем все остальное. Им не нужны вот эти развлекательные какие-то объекты, они больше интересуются вот этими заброшенными зданиями, вот ходят у нас... Естественное состояние сейчас. Да, вот это их почему-то больше манит. Я не могу ответить, не пойму почему, но вот их это очень... не знаю, завораживает их, это очень манит. Они останавливаются возле заброшенных зданий. Мы же видим, ездим по городу. Вот они их фотографируют, там ходят, смотрят. Вот, больше вот это их манит почему-то. Я не знаю, почему, не могу объяснить. Но хочется, чтобы район на этом зарабатывал, да? Туристы приезжают к вам, в магазинах останавливаются, что-то покупают, там могут в кафе зайти. Но чтобы это вот, как вот приезжают на Рицу, они платят там на КПП за въезд, платят, билеты приобретают. Это вот одно дело. А к вам они вот приезжают, но Кварчальскому району, да, какой-то мультипликативный эффект от там фирмы, которые работают, индивидуальные предприниматели, кафе, да, они платят налоги, но в целом, вот чтобы можно было заработать, как думаете, как использовать можно было бы это? Чтобы и районная администрация зарабатывала. Ну, Рица, это у нас он объявлен национальным парком, поэтому там можно брать деньги на входе, а мы такого права не имеем. Но этот вопрос тоже ставился главой администрации. Насколько я знаю, мы писали на имя президента письмо, чтобы Акармарскую зону тоже сделать национальным парком. Если такое решение будет принято, то тогда, конечно, соответствующие поступления, и это и бюджет тоже наш пополнит. Тогда можно будет уже как-то в другие вводить сборы, налоги и так далее. А так вы правильно говорите, только вот налоги с частных предпринимателей, там с тех же кафе, общепитов, налоги, да, в город поступают, но это незначительные поступления. Надо, конечно, серьезные вливания, серьезные объекты нужно вводить, чтобы потом получить какие-то дивиденды, доходы от этого. Вот А так этот вопрос прорабатывался.
Да, туристы вот едут к вам, и поток, вот как мы видим, тоже интерес увеличивается, а загрузка дорог, они эксплуатируют дороги, допустим, вот и вся инфраструктура, нагрузка на инфраструктуру, она же увеличивается, чтобы вы могли это тоже обслуживать, какую-то часть расходов взять на себя. В этом смысле, конечно, хорошо было бы. Вы знаете, как мы всегда, наш город был промышленным городом, и для нас туризм – это сейчас новое направление. Конечно, есть много вопросов, много предложений, но мы, знаете, как мы боимся их отпугнуть, мы наоборот хотим их заманить сюда, чтобы они к нам ездили. Если мы начнем вводить какие-то дополнительные сборы, дополнительные пошлины или еще что-то, мы боимся их этим спугнуть. Пусть они вначале приедут, как говорят, обкатают это направление, а потом уже можно что-то потихоньку вводить. У нас такой подход. Владислав Зурабович, вот к одной проблеме хочу перейти по поводу отстрела собак. Информация появилась о том, что администрация вот пыталась решить проблему с бродячими собаками, вот производили обстрел и как бы вот таким образом избавлялись от животных. Расскажите вот вашу точку зрения, что там произошло, какая проблема? Да, эта проблема очень сильно мучает. К нам много поступает звонков, много обращений, в том числе это зоозащитников, от волонтеров. Эта мера, мы сами тоже понимаем, что эта мера не самая лучшая из всех, что есть. Но мы были вынуждены пойти на эту меру, потому что было очень много обращений от жителей района, от жителей города. У нас лежат вот здесь заявления за подписью жителей района, порядка 120-130 подписей стоит под этими заявлениями. Не говоря уже о том, сколько было звонков на телефоны. Просили школы, потому что дети не могут попасть в школу, стая собак собирается и звонят, решите что-нибудь, как-нибудь с этими животными. Не могут попасть в подъезды домов, жители звонят, не могут в подъезды попасть. А сейчас вот осень, похолодание пошло, и все собаки собираются в подъездах, потому что там теплее, они все там собираются, люди не могут в дом к себе попасть, в квартиру не могут попасть. Я понимаю все возмущения, все понимаем, но эта мера была вынужденной. Была вынужденной мерой. У нас нету на территории района питомника, нету куда их определить, нету людей, которые будут этим заниматься. Потом это тоже несет какие-то финансовые затраты. Это все надо предусмотреть. Надеемся, что это последний раз будет такое решение принято. В дальнейшем будем вопрос как-то по-другому решать. Насколько остро стояла эта проблема? Вот она сейчас возникла в этом году или как давно вот эта проблема, она у вас существует? Очень остро, очень остро. Она давно у нас стоит, эта проблема. Давно эта проблема стояла. Как-то, не помню в какой период, года 2 или 3, мы тоже были вынуждены прийти к такой мере, но мы из-за возмущений горожан отказались от этого. Но сейчас опять это обострилась опять ситуация. Снова мы долго оттягивали этот вопрос. Долго, очень долго. Оттягивали, старались как-то другими способами решить, но другого не получилось. Вот пришлось пойти на такие меры. Вы говорили о том, что вот люди собрали подписи, но потом некоторые говорят, что они не подписывали. Может быть, эти граждане имели в виду не отстрел, а просто отправить животных в приют или как-то по-другому решить проблему? Как вы считаете, почему вот такое недопонимание произошло? Ну, вы знаете как, я слышал об этом, но мы слышим в основном это все из соцсетей. Мы обратились к людям, те, которые считают, что их подпись там стоит неправомерно, или кто-то за них расписался, или они текст не прочитали, не поняли, под чем подписываются, пусть придут в администрацию. Но на протяжении вот этих 3-4 дней, как вот этот ажиотаж пошел вокруг собак, животных, домашних, никто из них не появился в администрацию. Никто не пришел, никто не обратился. Пусть придут в администрацию, пусть разберемся, поговорим, пообщаемся. Мы не отказываемся от общения. Пусть приходят, пусть обращаются. Но, к сожалению, никто не приходит. Пишут только в соцсетях, проклинают, и, я не знаю, и
обвиняют и оскорбляют. Мы это все видим в соцсетях. Но сюда никто из них не появился. Понятно, что да, животные бродячие, они представляют угрозу, непривитый, это разнос каких-то заболеваний, укусы, но, с другой стороны, более гуманные способы, да, стерилизация существует, вот, чтобы уменьшить их количество потом в будущем, как-то прививать животных. Вы вообще как-то пытались изучить эту проблему и примерные расходы? Потянет ли администрация? Вот в том-то и дело, что не потянет. Вот в этом весь вопрос. Стерилизация одного животного обходится около 1500-2000 тысячи. Стерилизация одного животного, во-первых. Во-вторых, их надо отлавливать, их надо доставлять в ветеринарные службы. Если они сюда на место приедут, а могут... Есть и такие, которые предлагают свои услуги на местах, мы можем выехать. К нам обращались, да, но это все выходит в определенные финансовые затраты. А такие затраты у нас не предусмотрены в бюджете района. Это надо заложить заранее в бюджет, чтобы потом, согласно закону о бюджете, бюджетном устройстве, это надо все заранее закладывать в бюджет. У нас не предусмотрены такие средства. Хорошо, сейчас вот такая ситуация произошла. Дальше что? Дальше, понятно, вот вы говорите, что и вам эта ситуация неприятна, и горожане возмущаются, и понятно, что это негуманный способ. Но что дальше делать? Вот до сих пор этот вопрос не решен, получается. Вот буквально вчера мне звонили с Сухуми, я сейчас не могу точно сказать, как называется эта организация, они предлагали свою помощь в решении этого вопроса. Это, по-моему, питомник сухумский или кто-то, я сейчас точно не могу сказать. Вот мы долго с ними беседовали, они обещали приехать к нам в город, встретиться с руководством района и предложить свое решение этого вопроса. Вот они приедут, выслушаем их, что они предложат и что можно сделать в дальнейшем, чтобы такого избежать. И многие обращаются. Вот сегодня буквально тоже у меня был телефонный разговор, тоже с волонтерами, они тоже предлагают свою помощь в решении этого вопроса. Сядем, обговорим, решим, как можно дальше избежать таких вопросов, которые, я вас уверяю, нам тоже это очень, очень болезненно и больно. Но другого выхода нету. Не знаю, как дальше быть. Была такая проблема Будем в столице. решать. Да, и как решили, например, в столице? Вот в столице приют появился, но тоже долгое время, конечно, и зоозащитники, общественность боролась за это, но территорию, нашли с трудом территорию, администрация выделила, но у вас с этим не должно быть проблем. Я думаю, в Тхуарчале место найдется для организации приюта. Конечно, место с местом, ради бога, место у нас найдется, но кто этим займется, кто это будет все делать, это тоже определенные финансовые затраты влечет за собой. Нужны люди, которые будут этим заниматься. Вот эти все вопросы надо обсудить, обговорить. И я надеюсь, не то что надеюсь, я уверен, что больше такого не повторится. Мы как-то решим этот вопрос, постараемся решить. Да, а вот благотворительные какие-то фонды или же бизнес, тхуарчальский бизнес, например, может быть, они могли бы поучаствовать на начальном этапе, но потом, когда контролируется количество этих животных, после стерилизации, проведения всех необходимых там процедур, может, и расходов меньше было бы. То на начальном этапе расходов больше. Организовать приют, провести отлов и так далее. Вы не пробовали привлечь бизнес и благотворительные фонды как один из путей выхода, из этой ситуации? Нет, честно говоря, не пробовали, потому что мы вот сейчас только столкнулись с такими вопросами. Теперь, конечно, будем пробовать и будем решать. Насколько я знаю, все вот эти приюты для бездомных животных, это все организовывается за счет средств благотворителей, спонсоров и волонтеров и так далее. Вот они волонтеры должны были проявить инициативу. Да, мы с себя тоже ответственность не снимаем, конечно, и мы должны были проявить инициативу. Но теперь, исходя из сегодняшней ситуации, конечно, мы будем решать этот вопрос. Будем обязательно решать и будем принимать решения в дальнейшем, чтобы избежать таких случаев. Владислав Зурабович, благодарю вас за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо большое.
Я напомню, что мы говорили с заместителем главы администрации Тхуарчальского района Владиславом Маршба о том, как в районе ликвидируют последствия непогоды и что делать с бродячими собаками.